Еще в древности мудрецы обратили внимание на то, что женская и мужская психология различаются. Конечно, нельзя выделить человека с истинно мужским стилем поведения или истинно женским. Однако выделить определенные черты, характерные чаще представителям определенного пола, можно. У мужчин и женщин различается даже строение головного мозга. То есть у женщины правое и левое полушария соединены большим количеством таких нейронных связей, за счет чего она может делать одновременно много задач. В то время как мужчина, он сосредотачивается только на одной задаче. На эту тему великолепный анекдот, когда супруги приходят домой, и вот женщина там поставила стирку, там микроволновку разогревает, одновременно она проверяет работу ребенка домашнюю, и она в сердцах ему обращается: дорогой, что ж ты мне не поможешь? Он говорит: ну, дорогая, вот я читаю новостной блок, вдруг война, а я уставший. То есть он сосредоточен только на одном, в то время как она многофункциональна и многозадачна. Помимо психологических отличий, мужчины и женщины делают многие вещи по-разному. Например, прозвища. Когда Марина, Катя и Аня идут пообедать, они называют друг друга Мариночка, Катюша и Анюта. Когда Петя, Вова и Леша идут куда-то, они в шутку называют друг друга толстый пацан, пузан и братан. Еще одним удивительным фактом является то, что женщина слышит лучше, чем мужчина. Это связано с тем, что когда она рожает ребенка, она становится сплошным ухом, как говорится, она все время прислушивается с тем, чтобы позаботиться о нем вовремя. Кстати говоря, что тут даже не только звук для нее важен, но и тональность, и оттенки, в каком настроении пребывает малыш, а впоследствии и другие люди. Для сравнения также можем взять позицию в споре. В ссоре всегда последнее слово за женщиной. Все, что скажет мужчина после последнего слова женщины, только приведет к новой ссоре. Или же взгляд на будущее. Женщины переживают за свое будущее до тех пор, пока не выйдут замуж. Мужчины никогда не волнуются за свое будущее, пока не женятся. Женщины более эмоциональные, чем мужчины, потому что это также обусловлено ее материнством. Ей важно общаться, улюлюкать с ребенком, ей важно показывать или взращивать у ребенка эмоциональный интеллект и взаимодействовать с ним. И через эмоции ребенок развивается. Мужчина, он более агрессивен, вынужден быть таким, потому что он несет функцию защитника, функцию добытчика, обеспечивателя. И поэтому ему важно проявлять вот этот достаточный уровень агрессии для того, чтобы обеспечить своему потомству, своей женщине, своему дому. Наверное, многие согласятся с тем, что мужчины и женщины даже по утрам выглядят по-разному. Мужчина выглядит одинаково, когда засыпает и просыпается. Женщина же за ночь заметно перевоплощается. Но, несмотря на различия такие существенные, казалось бы, между мужчинами и женщинами, все-таки мы нуждаемся друг в друге, и мы нуждаемся в этой гармонии друг с другом. Отсюда и существуют такие поговорки, как «моя половинка». Поэтому пусть каждый найдет свою половинку и будет в этом счастлив.